Лиле Мужба был всего 21 год, когда вражеские пули и снаряды очернили мирное небо над любимой родиной. Красивая, молодая, отважная девушка, не задумываясь, вслед за своей подругой, 19-летняя Амрачедия, ушла помогать медсестрам в Гудаутскую больницу, куда начали поступать первые раненые. На тот момент у Лили уже была семья, подрастал сын, но оставаться в стороне она не могла. Это было не в ее характере, рассказывают боевые подруги. Вместе с Амрачедией Лили пробыла в Гудаутской больнице до мартовского наступления. Когда мартовское наступление было, наплыв очень раненых много было. И как бы ребята, когда раненых привозили, они жаловались, что девочек не хватает у нас. Если бы были бы девочки, мол, столько жертв не было бы. И я решила уйти с этими ребятами. Я ушла, а Лилю оставила. Лиля, потому что в тот момент ребенка имела маленького, и я как бы не хотела ее с собой. Но когда она узнала уже, она записалась в женский батальон, там ее обучили, и так и приехала ко мне. А вы где находились? Я сама находилась в одном взводе в береговой охране с Самостянским краем. После этого пришлось пережить еще многое. Говорят, что между жизнью и смертью есть мост войны. Один из них для подруг Лили и Амры стал мост в районе Учхоза, который со всех сторон обстреливался снайперами. Но его нужно было перейти во что бы то ни стало. Даже в такие моменты Лили могла пошутить. У нее было прекрасное чувство юмора, вспоминает боевая подруга. Мы держались с него, честно, смелость. Вот. Дух сильный был. Конечно, бояться все боятся, но духом сильная она была очень. Она могла всех поддержать. И всем настроение поднимала. Опасных моментов было много, а совсем незадолго до победы перед сентябрьским наступлением Лили Мужба и ее боевые подруги получили контузию и осколочные ранения. Мы в доме собрались и должны были идти на наступление. Ну, мы вот у Гайдара Язычева были, а вот мы собирались и ждали его команду. И в тот момент минометный и танковый снаряд одновременно падают на наш дом. Вот представьте, что там творится. И наш командир там погибает на месте. И радиста ранили в обе ноги. Там куча раненых. И вот и в тот момент нас всех контузило. Оттуда Лили Мужба и Амрачедия вывезли в Гудаутскую больницу последних раненых, а на обратном пути Сухом уже был освобожден. День Победы они тоже встретили вместе. И от радости плакали, особенно когда мы Восточный фронт встретили. Они сперва не поняли, что... Они думали, это грузины, еще не понимали, кто их встречает. Столько они плакали, друг друга обнимали. Ну, это какой-то праздник необъяснимый. Сильная, справедливая, настоящий патриот своей родины. Так сегодня вспоминают Лили Мужба и ее подруги, ветераны Отечественной войны народа Абхазии. В ней настолько ярко была выражена патриотичность, любовь к своей родине. Она хотела видеть это во всем, в молодежи, в структуре города, в правительстве, в правлении, везде. Она хотела, она настолько жаждала то, чтобы труд военный, вот столько погибших людей, чтобы это все было не напрасным, чтобы это все процветало. И она с такой жаждой к этому относилась. Она всегда очень сильно патриотично, вот так вот подчеркивала: моя любимая Абхазия, моя родина. Вот если бы, не дай бог, еще раз война, я бы даже не думала. Я еще раз пошла бы, чтобы спасти свою родину. Яркий, светлый человек. Светлый, очень хороший яркий, человек. светлый человек она была, честно. С лучшими подругами, ветеранами Ларисой Мазлумаглы и Ирмой Дочи и Илоной Джинжоли они познакомились уже после войны, хотя и во время нее не раз пересекались и знали друг друга заочно. С Ларисой Мазлумаглы были почти всегда вместе. Говорить в прошедшем времени о Лиле Мужба тяжело, признается подруга. Мы потеряли близкого нам человека, очень верную подругу. Я думаю, что память о ней будет очень долго присутствовать в наших сердцах. Мы ее не забудем. Очень тяжело говорить. Очень тяжело говорить. Светлая ей память. К сожалению, очень много ветеранов в последнее время уходят из жизни. Это очень больно. Мы слышим, видим в Фейсбуке,
ветеран войны, ветеран войны. Хочется, конечно, всем оставшимся пожелать огромного крепкого здоровья, чтобы не болели, чтобы наш труд был не потерян, чтобы наша Родина процветала. И пожелать всем глубокого здоровья, чтобы меньше людей, меньше боевых друзей ощущали на себе такую боль утраты, которую именно сейчас мы ощущаем, ее близкие подруги. Она останется в нашей памяти до конца наших дней. Эти кадры сделаны совсем недавно. В канун Нового года на них Лили Мужба, как обычно, жизнерадостная, красивая, бодрая, полна надежд на светлое будущее и веры в то, что 2021 год будет лучше 2020-го. Хочется, чтобы у нас все в стране было мирно. Всех граждан Абхазии. Я лично поздравляю с Новым годом. Счастья им, здоровья им. А все остальное, то, что было, допустим, где-то вот немножко неприятно, пусть все останется позади. В высокосном этом году, которое, может быть, кому-то где-то какие-то проблемы, конечно, он принес. Дай Бог, чтобы мы сделали вот этот шаг именно с чистого листа, именно в 2021 году. Всем счастья, здоровья и успеха. Она прошла всю войну, увидела победу и мирную жизнь, но, к сожалению, не смогла победить тяжелый недуг. 15 мая ветерана Отечественной войны народа Абхазии Лили Мужба не стало. Эта весть потрясла многих. Светлой, храброй, доброй и отзывчивой, патриотом своей родины. Она навсегда останется в памяти тех, кто ее знал. Гугуца Вардания, Михаил Братухин. Абхазское телевидение.